в истории программы «Отдыхаем в Коми» еще не было. 12 часов, то есть всю ночь мы ехали на поезде, и это еще не конечный пункт назначения. И вот мы прибыли в Ирайоль. Это Сосногорский район. Сейчас мы пересаживаемся на такси. Через 4 часа мы будем на месте в Усть-Цильме. Подъедем как раз к обеду. В Усть-Цильму, конечно, можно добраться и на самолете, уйдет меньше 1,5 часов, и на машине, но мы-то простых путей не ищем. Выбираем, что поинтереснее, чтоб с приключениями. Здесь нас уже ждет такси, добираться будем с 2 попутчиками. Рейсовые автобусы ходят нерегулярно, советую договариваться о машине заранее. Все контакты найдете в интернете. Путь, конечно, не ближний, но заскучать вам не дадут точно. Дорога на Усть-Цильму – это само по себе большое путешествие. До этого места мы добирались примерно 4 часа, но это с учетом, конечно же, перекусов. Ну а впереди нас ждет переправа через Печору на пароме. Эх, широка Печора, а вид-то какой! Что ж, и вот и на Усть-Цильму мы наконец-то добрались, а остановиться мы решили в гостинице «Прасковья». Так ее назвал хозяин в честь своей бабушки. Здравствуйте. Я хотела бы снять у вас номер. Какой номер вас интересует? А какие у вас есть? Есть повышенная комфортность, стандарт и эконом. Давайте эконом. Хорошенькие номера. В принципе, кровать, тумбочка, стол. Все, что нужно туристу для счастья. Теперь пойдем на разведку в гостиничное кафе. Здравствуйте. Желаете покушать? Да, очень хочется. Пожалуйста, ваше меню. Спасибо. Здесь часто останавливаются иностранцы, а потому и ассортимент широкий. Отварная картошечка, оливье, да уха из усть-цилимской рыбки. Ну а сегодня вот мы решили ужинать не в самом кафе, как это обычно бывает, а дали предпочтение ужину на веранде. На свежем воздухе. Мы ограничимся салатиком, ведь уже через пару часов у нас дегустация знаменитой каши усть-цилимской Петровщины. Салат и кофе 100 рублей. И вот сытый довольный турист уже на соревнованиях по водомоторному спорту. Идет борьба на скорость. Вы только посмотрите, сколько зрителей собрали речные баталии. Но все же мы точно выбрали самое удобное место для наблюдения. Вот виды прекрасные открываются, и даже ни капельки не страшно. Эх, и где такое еще увидишь? Все-таки деревенские пейзажи не сравнить ни с чем. Так бы и каталась целый вечер. Стоп, уже 10? Так Петровщина же вот-вот начнется. А вот и легендарная поминальная еда. В этот день уже много лет здесь жгут костры и варят кашу. Попробуем. Спасибо. Так. Мне дали 2 тарелки, вот я-то поем, а переживаю за своего оператора. Когда вот он успеет это все испробовать, ведь корреспондент ему попался очень прожорливый. Ну, очень вкусно, все. Празднование Петровщины, как правило, длится всю ночь, вплоть до самого утра. Но нам, к сожалению, пора возвращаться в гостиницу, ведь завтра у нас еще один съемочный день. Доброе утро. Ну вот и наступил наш уже 2-й день путешествия в Усть-Цильму. Мы успели позавтракать кашей и свежими булочками и направляемся дальше в путь.
Сейчас мы направляемся туда, куда турист, приезжая в Усть-Илимский район, должен идти в первую очередь. Это, конечно же, визит-центр. Здесь, в Усть-Илиме, это еще и музей Журавского. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, туристы из Сыктывкара, приехали к вам в Усть-Илимский район. Вот чем ваш визит-центр может нам помочь? Что подсказать? Ну, во-первых, значит, мы можем предложить вам услугу по размещению гостиницы, да, вот, по питанию. Мы можем вам, значит, предложить досуговую программу. Экскурсии, сценарии мероприятий и даже туры по рыбалке и зимней, и летней. Ну и сувениров, конечно, тут на любой вкус, что называется. Здесь, в музее Журавского, есть очень интересная услуга. Любой желающий турист может померить настоящий усть-илимский костюм. Кстати, вот такой усть-илимский костюм, стоящий в прокат на горку, можно взять в местном доме культуры. Но бронировать костюмы тоже надо заранее, а то захотите усть-илимскую горку в полной мере на себе ощутить, а тут вам и говорят, все костюмы разобраны. Ну вот и началась та самая легендарная усть-илимская горка. Вы только посмотрите на эти десятки и сотни разноцветных костюмов, традиционные народные песни. Ну и самое милое, пожалуй, это маленькие-маленькие усть-илимы в таких вот самых разных красивых костюмах. Усть-Илимская горка – это не только проход в традиционном наряде, это, конечно, и большое количество зрителей, число которых, кстати, по заверению местных жителей, с каждым годом растет. Горка, конечно, сама по себе явление уникальное, и словами не описать. Все эти костюмы, и стар, и млад, а песни такие услышишь, разве что в Усть-Илиме. Ну что, вот и закончилась наша двухдневная поездка в Усть-Илим. Сказать, что было здорово, не сказать ничего. Кстати, угадайте, что это за здание? Аэропорт Усть-Илима. Отдыхайте в Коме.